В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Годовая инфляция в Якутии в апреле текущего года возросла на 0,28% пунктов и составила 5,5%. Она практически сравнялась со значением в Дальневосточном федеральном округе и осталась ниже общероссийского уровня. На ускорение инфляции в республике повлияли временные факторы, в том числе федеральный – это увеличение издержек производителей, а также региональный – издержка поставок товаров. Что касается годового прироста цен на услуги, то в апреле он увеличился. На динамику цен оказал влияние возросший спрос на авиаперелеты в преддверии плановой реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск и отмены прямых рейсов в Москву. РЖД направила в правительство Российской Федерации заявку на привлечение финансирования на строительство железнодорожных путей, которые не вошли в программу развития Восточного полигона. Данный проект обусловлен необходимостью вывоза угля из Якутии, добыча которого будет ежегодно наращиваться. Совокупная стоимость строительства зависит от выбранного варианта развития мощностей. Так, по словам главы РЖД Олега Белозерова, реализация проекта на основе тепловозной тяги составит порядка 350 миллиардов рублей, а в случае электрификации путей превысит 700 миллиардов рублей. При этом в настоящее время госкомпания просит выделить из ФНБ порядка 25% от общей стоимости. Однако РЖД также готова рассмотреть другие варианты совместной работы с правительством. Так, для компании имеет преимущественное значение процентная ставка, под которую могут быть выданы денежные средства. Доступ к интернету в Якутии благодаря федеральному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в этом году дополнительно получат 149 социально значимых объектов. Это музеи, библиотеки, учреждения культуры. Всего в Якутии в 2021 году запланировано подключение 661 социально значимого объекта. Из них 512 основных и 149 дополнительных. Кроме этого, доступ к интернету получат школы, организации среднего профессионального образования, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части. Набор рабочих, которых задействуют в строительстве Жатайской судоверфи, ведется ежедневно. Число задействованных строителей будет увеличиваться по мере поступления материала и увеличения объема работ. Сегодня здесь работают 92 человека. Также генподрядчик продолжает привлекать дополнительную технику, часть которой будет предоставлена местным компаниям. Отметим, что строящаяся по госпрограмме судоверфь при выходе на проектную мощность должна стать ключевым инструментом в обновлении речного флота Ленского бассейна и арктической зоны. Объем вложений в реконструкцию подстанции «Алдан», питающей 16 тысяч жителей города и десяток социально значимых объектов, превысит 600 миллионов рублей. На подстанции установят современное оборудование, которое повысит надежность электроснабжения, а также позволит подключить новых потребителей. Отмечается, что на время работ потребители переведут на другие источники питания, так что ремонт пройдет без ограничений электроснабжения. Все работы планируется завершить в 2024 году. Пурпурно-розовый бриллиант «Сакура» массой 15,81 карата был продан на аукционе в Гонконге за 29 миллионов долларов США. Это стало рекордной стоимостью для камней с таким оттенком. Оценочная стоимость камня, оправленного в кольцо из платины и золота, составляла от 25 миллионов до 38 миллионов долларов США. Имя покупателя не раскрывается. Отметим, что «Сакура» – это крупнейший в своем роде камень насыщенного розового цвета с вторичным пурпурным оттенком. В Крестис отметили, что такие алмазы крайне редко встречаются в природе, при этом лишь менее 10% из них могут весить свыше 0,02 карат. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.